السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Альхамдулиллах, милостью Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, мы вновь можем продолжать наши уроки, лекции по изучению той книги, которая была ниспослана нам как верное руководство. Руководствуясь которой, исследуя повелением которой, человек непременно обретет благую жизнь, счастье, умиротворение в мирской жизни и вознаграждение Аллаха, Его прощение и вечное блаженство в жизни следующей. Сура Аль-Кахф, пещера, 54 аят. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. И мы привели людям в этом Коране различные примеры на всякую вещь, на множество вещей. Однако же человек чаще всех и больше всех препирается, спорит. Этот аят продолжает мысль предыдущих, где Аллах Субханаху ва Тааля говорил пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям: «Вадриб лахум матhaля ар-раджулейн», приведи им в пример двух мужчин, обладатель сада. «Вадриб лахум матhaля аль-хаяти ад-дунья», и приведи им в пример эту мирскую жизнь, где Аллах Субханаху ва Тааля сравнил эту мирскую жизнь. То есть приводит примеры, и Аллах Субханаху ва Тааля говорит: и мы привели в этом Коране людям, линнаси, примеры различные на множество вещей. Аллах Субханаху ва Тааля приводит пример раба единобожника и раба многобожника, приводит пример грешников, приводит пример жизни этой, жизни мирской. И различные примеры Аллах Субханаху ва Тааля приводит для чего? Для того, чтобы людям было проще понять. Ведь всегда проще понимать и легче усваивается информация, если она преподносится с примерами. Мы всегда этого же сами ждем. Например, сидим на каком-то уроке, лекции, услышали какую-то новость для себя, какое-то правило, и мы ждем, когда же приведут пример, где мы можем это правило, этот аят, возможно, этот хадис использовать. И не только в религиозных вопросах, а также в мирских науках также. Будь то в школе, всегда информация, которую мы получали, закреплялась примерами. Ведь потому что посредством примеров люди лучше усваивают. Потому что приводятся такие примеры, которые наглядно им близки, им знакомы эти данные ситуации. Как, например, Аллах Субхану ва Тааля привел в пример мирскую жизнь. Она как что? Как вода, ниспосланная с неба, посредством которой вырастет растение земли, и потом что? Подул ветер, и вот эти все растения, они иссохли, и ничего из этого не осталось. Это мы все наблюдаем. То есть этот пример, он явный, нам знакомый, и посредством таких примеров Аллах Субханаху ва Тааля разъясняет великие, глубокие истины для людей. И говорит: мы привели множество примеров на различные вещи в этом Коране. И, несомненно, разумный человек, который размышляет, задумывается над этими примерами, придет к результату, уверует в истинность этих сообщений. Однако Аллах Субхану ва Тааля говорит:
وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Но человек же, он чаще всех припирается, спорит. Это свойственно человеку. Человеку, когда приходит какое-то наставление, какое-то замечание, какое-то предостережение, он всегда что? Начинает спорить, начинает припираться. Такова сущность человека. И это не только качество неверующих, а вообще часто человек припирается. И удивительная история также произошла касательно этого аята со сподвижником Али, радийаллаху анху. И он рассказывает в достоверном хадисе, который приводится в сборнике имама Аль-Бухари, имама Муслима, что однажды пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, пришел к нам ночью. К нам, то есть к Али, радийаллаху анху, и его супруге Фатима. Фатима, которая является кем? Дочерью пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Он пришел к нам и, разбудив нас, спросил: «Аля тусаллиян?» Разве вы не выстаиваете молитву? Подразумевал ночную молитву, тахаджуд. Разбудил и спросил: разве вы не выстаиваете молитву? И на что Али, радийаллаху анху, ответил: воистину, наши сердца, над ними властен лишь Аллах. И если Он пожелает нас разбудить ночью, мы непременно проснулись бы и выстаивали бы молитву, говорит Али, радийаллаху анху. И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, развернулся и ушел. И я, говорит, слышал, как он, идя, стучал себя по бедру и повторял этот аят: «Вакана аль-инсану акthara шай'ин джадаля». Как же человек часто припирается, спорит. Вот это его удивило. То есть пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, он, говоря словами: «Разве вы не выстаиваете молитву?», он хотел побудить Али, радийаллаху анху, и ожидал услышать ответ благодарности за то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, разбудил его. Да, это благое поклонение. Однако Али, радийаллаху анху, начал что делать? Он начал оправдываться, почему они не выстаивают молитву, почему они ночью спят. И такова сущность. Часто мы сами даже являемся этими свидетелями этому. Скажешь что-нибудь, а потом думаешь: ну зачем я так ответил? Или человеку сделаешь какое-нибудь замечание с искренним намерением, чтобы поправить его ошибку. И он начинает что? Он начинает спорить или начинает припираться, не принимает вот это замечание, адресованное к нему. И поэтому Аллах говорит: «Вакана аль-инсану акthara шай'ин джадаля», и человек чаще других припирается. И, конечно же, припирательство неверующих, многобожников, лицемеров или нечестивцев, грешников, оно еще более часто и более сильное, нежели у рабов верующих. К примеру, что произошло с Али, радийаллаху анху. Он не совершил грех, ответив таким образом, так ведь? Это не был грех. Однако это не то, что было бы лучше для него. Если бы он поблагодарил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и внял его призыву, это было бы для него лучше. В следующем аяте Аллах субханаху ва тааля говорит: وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. И ничто не помешало людям уверовать, когда к ним пришло аль-худа, руководство, послание от Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля, и покаяться за свои грехи, не помешало людям ничто, когда к ним пришло руководство, уверовать и покаяться за свои грехи. То есть само руководство, этот аят свидетельствует о том, что само руководство, оно
совершенно. В нем нет каких-либо недостатков, в нем нет никаких-либо непонятных аятов, призывов, высказываний. Ведь оно настолько ясное, простое, изложенное. Только что в аяте Аллах Субхану ва Тааля сказал: мы привели на всякий случай пример вам даже. Лишь бы вы задумались, лишь бы вы вняли этому призыву. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит: ничто им не мешало. Человек не может оправдаться, сказав: я что-то там недопонял, что-то до меня не дошло. Нет, джаахумуль худа, к ним пришло это аль-худа, руководство пришло. Оно распространилось, и по сей день, сегодня оно, в какую бы часть земли мы ни поехали, ни полетели, мы везде можем найти информацию об исламе, оно есть. Худа, руководство пришло, поэтому человек не может сказать: да, я не получил полноценную информацию. Сегодня есть вся возможность изучить. И не может сказать: я не понял, потому что это Писание ясное, открытое, изложенное примерами, разъяснениями. Кроме как «Илля ан та'тияхум суннатуль аувалина ау я'тияхумуль азабу кубуля». Что же им помешало? Вот здесь два толкования следующих слов есть. Одно из них, что им не помешало ничто, кроме как их упрямство и ожидание того наказания, которое было для народов до них. Да, так и поступали многобожники. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, увещевал, предостерегал, они говорили: приведи нам это наказание. Пусть нас постигнет то наказание, которым ты нас пугаешь. Они этого ждали. То есть они упрямствовали. И вот это не позволило им уверовать и попросить прощения за свои грехи. Или же, то есть им мешало то, что они ждали от тебя, наказание Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, которое постигло другие народы. Или же то наказание, которое они ожидали, то наказание, которое встретило их, вышло им навстречу. Наказание в следующей жизни, в ахирате. Или же второе толкование этих слов: ничто людям не мешало уверовать, кроме как то, что они следовали сунне, пути предыдущих поколений, пути религии своих отцов и дедов, на которые у них не было явного руководства и доказательств. Пути других народов, которые были до них, из упрямства, невежества, неверия, греха, они последовали этим порочному пути. И вот этот путь, их следование вот этому пути помешало им уверовать и покаяться. Это также второе толкование этого аята. В 56-м аяте Аллах Субхану ва Тааля продолжает: وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. И мы отправили посланников «Илля мубашширин ва мудзирин», лишь для того, чтобы обрадовать и предостеречь. Мы отправили посланников от первого посланника Расуля Нуха, алейхиссалям, Ноя, на последнего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Их задача заключалась в том, чтобы обрадовать и предостеречь. Обрадовать совершающих благие деяния, уверовавших о скорой милости Аллаха Субханаху ва Тааля и Его дарах, и предостеречь неверующих, грешников, нечестивцев, несправедливых наказанием Аллаха Субханаху ва Тааля, Его гневом.
Этот аят свидетельствует о том, и также это обращение к пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, что посланники, они пришли для того, чтобы увещевать. Они не пришли, чтобы людей заставить принять. Ля икраха фиддин, нет заставления в религии. Посланники не были властны над сердцами, чтобы заставить их уверовать и принять. Нет. Какова их задача? Это увещевать, предостеречь о том, что если будешь продолжать в таком же духе, идти тем же путем порока, греха и нечестия, то знай же, что наказание Аллаха близкое и скорое. А если же ты будешь держаться прямоты, благонравия, богобоязненности и других наилучших благих качеств, то знай, что милость Аллаха, субханаху ва тааля, она не имеет границ. Это была цель пророков и посланников. И также это касается и других исповедующих религии ислам, что мы, призывая других людей, рассказывая нашим друзьям, родственникам, близким о религии, мы не способны заставить их. И нет на нас такой обязанности, чтобы все пришли, стали верующими. Наша задача лишь донести до них информацию правильно, основываясь на достоверных источниках и на знании. А примут они информацию, последуют за ней, услышат предостережение. На это воля Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. Поэтому неправильно то, что бесполезно этому человеку что-то объяснять. Да знаю я этого родственника. Все уже он погряз в грехах, его одолела любовь к мирскому и так далее. Часто эти высказывания можно услышать. Однако это не оправдание для нас, не оправдание для человека. Наша задача донести, призвать. Например, сейчас у нас курсы намаза, иншаллах, 18 ноября начинаются. По субботам с 9 до 12 для мужчин и для женщин на русском, на татарском языке. И это возможность для нас всех позвать своего друга, коллегу по работе, своих родственников ближайших и дальних, соседа возможного. Сказать, наша задача что сделать? Слушай, в мечети начинаются курсы. Отличная возможность. Приди, научись намазу. Буквально за 5 уроков, за 5 суббот. Это трудно? Это сложно? В этом нет никакой сложности. Наша задача, то есть не стоит на нас обязательство притащить его сюда силой. Нет, наша задача донести информацию, что есть вот оно благо. Время исправиться, улучшить свой образ жизни. А потом придет он, не придет, на то воля Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. Это напоминание, о курсах, поэтому как можно больше людей доведите эту информацию, чтобы они приняли в этом участие. И что говорит Аллах, субхану ва тааля? Мы послали посланников лишь, чтобы они обрадовали или предостерегли, и неверующие же припираются, спорят, приводя в доводы ложь и заблуждение. Религия Аллаха, она истина. Коран, сунна пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, это истина. И истина всегда одолевает, и она побеждает ложь. И как бы неверующие, отрицающие истину этой религии, истину Корана, не пытались противостоять ей, при этом приводя различные ложные доводы, отвергая даже неразумными доводами, потому что разумными доводами невозможно отвергнуть Коран, ведь Коран, он сам истинный и разумен, все высказывания его. И поэтому что остается неверующим в истинность Корана? Приводить доводы, однако все эти доводы, они лишь ложные и не соответствуют действительности. И они всегда спорили. И сейчас можно услышать различные высказывания. Как во времена пророка, саллиллаху алейхи вассалям, мушрики говорили: «Абашару яхдунана», человек, что ли, будет нас призывать к религии? Тем самым говоря, пророк не может быть из числа людей. «Валявша Аллаху ля анзаля маляикатан», если бы Аллах пожелал, он не спаслал бы ангелов. Они ждали ангелов.
Или же говорили, «Май юхьил изама ва хия рамим». Один из них приносил в руки кость животного и говорил, ты говоришь, что эти кости, когда истлеют, они заново воскреснут. Такие доводы приводили. И тут же получали ответ разумный, логический от самого Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, опровергающий все их ложные доводы. Да и сегодня тоже различные вопросы может кто-то задает. Если все создал Бог, то кто создал Бога? Может ли Бог сделать то, что Он не может? Может ли сотворить камень, который не сможет сам поднять? Это все вопросы, абсолютно не имеющие никакой логики или разумной основы. На все эти все вопросы рушатся логическими доводами и разъяснениями. Однако человек не желает этого узнавать. Он вот держится за это и даже не думает, правильно ли он вопрос задает. И не ищет ответа. А зачем он вопрос задает? «Лиюдахиду бихиль хак», чтобы опровергнуть истину. Его цель просто опровергнуть. Он приходит, задает какой-то глупый вопрос не для того, чтобы узнать ответ и, получив ответ, последовать правильному пути. Нет, он задает эти вопросы лишь для того, чтобы поспорить, лишь для того, чтобы отвергнуть истину, которая к нему пришла. Он не ищет ответов на свои вопросы. А если бы искал, несомненно, нашел бы, потому что на все эти вопросы есть явные, разумные, логические объяснения и доводы. «Ваттахаду аяти вама унзиру хузуа», и они взяли мои знамения, аяты. Знамения, аяты, то есть мирские, которые нас окружают, чудеса, знамения, доводы. Ведь Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Инна фи халқи самавати валь арды ва ихтиляфи лейли ва нахари ла аяти ли улил альбаб». Воистину в сотворении небес и земли, в смене дня и ночи есть знамения, доводы для людей, каких? Обладающих разумом, мыслящих, думающих. Если человек будет смотреть, изучать, он поймет, что этот мир, он настолько сложен и не может сам по себе произойти. «Ва фи анфусикум афаля тубсирун», у вас самих есть знамения, доводы. Как же вы не видите? Человек утверждает, что он не верит во Всевышнего, но при этом каждый день смотрит в зеркало. На кого он смотрит? На удивительнейший организм, который полон чудес и доказательств и доводов, доказывающих, что у этого организма есть Творец. Не могло все это само по себе произойти. Однако люди не разумеют. Они эти знамения, эти доводы, которые ты им приводишь, они насмехаются над ними. Они берут это на шутку. Начинаешь человеку религию объяснять, рассказывать, он начинает смеяться, подшучивать, что это еще одно самое крайнее, самая тяжелая форма отрицания. Когда человек даже не пытается думать, не пытается даже вникнуть в ту информацию, которую ты говоришь, а что он делает? Он берет это, начинает смеяться, подшучивать, издеваться начинает. Это показывает то, насколько человек ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. Что говорит Аллах? Кто же может быть более несправедливым, чем тот, который отворачивается, отвергает, когда ему напоминают знамения Аллаха и его аяты? Кто может быть более несправедлив, чем тот, кто отвергает аяты Аллаха и его знамения, когда ему их напоминают? Касательно вот этой формулировки нужно небольшое пояснение. Ведь, читая Коран, подобного рода аяты нам часто встречаются, где Аллах говорит: кто может быть несправедливее того, кто совершает то-то? Кто может быть несправедливее того, кто совершает, но уже другое действие? Кто может быть несправедливее того, кто запрещает в мечетях Аллаха поминать Аллаха?
وَمَنْ أَظْلَمَ, как в этом аяте, «Мимман ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ», которым были, напоминали знамения Аллаха, однако он их отвергал. Или же другие подобные аяты. То есть здесь говорится, этот грех самый большой. В другом говорится, этот грех самый большой. В третьем, этот грех самый большой. Как же это понять? Как между ними объясниться? Так вот же, тут ученые дают такое толкование, что когда говорится, кто может быть несправедливее того, кто совершает определенные действия, к примеру, здесь, кто несправедливее того, кто отрицает знамения Аллаха, когда их ему напоминают, значит, вот это действие, то есть отрицание аятов Аллаха, оно самое худшее из возможных видов отрицания. Человек может отрицать, отвергать различные доводы. Ему приводят различные доводы не от Аллаха, субхану ва тааля, каких-то мирских вопросов. Например, он ремонтирует что-то, да, или жарит шашлыки. Все собираются вокруг и говорят, ты неправильно жаришь шашлыки. У тебя уголь не готов, у тебя мясо слишком близко и так далее. И вот он начинает что? Отвергать, отрицать. Различные вещи человек может отрицать. Однако самым великим из всех видов отрицания, отвергания, это когда человек что отвергает? Знамения Аллаха, Его аяты, когда ему напоминают, их ему напоминают. Или же в другом аяте «Ваман алзалям мимман ифтара аля Аллахи кадиб», кто несправедливый того, кто возвел ложь на Аллаха. Значит, в этом аяте подразумевается, что самая великая ложь – это когда человек лжет на Аллаха. Человек много на кого может солгать. Однако среди всех этих видов лжи самое великое – это когда человек возводит ложь на Всевышнего Аллаха субхану ва тааля. И таким образом объясняются вот эти аяты. Потому что в одном аяте говорится, кто несправедливее того, кто возвел ложь на Аллаха. Здесь говорится, кто несправедливее того, кто отверг аяты Аллаха. Где обе, то есть как будто бы есть некое противоречие. Однако нет противоречия в книге Аллаха субхану ва тааля. Здесь каждая несправедливость относится к тому действию, о котором идет речь в аяте. И далее говорит Аллах субхану ва тааля, и он отверг знамение Аллаха, но он забыл, что совершили его дела, что совершили его руки. А ведь по причине этих действий мы сделали на их сердцах покрывало пелену и на их ушах глухоту. О чем идет речь? Здесь одно из видов наказания Всевышнего Аллаха субхану ва тааля человеку. И, наверное, самое страшное наказание, которое может постигнуть человека в этом мире. Это когда запечатывается его сердце, застилается его взор, глохнет его уши. Он перестает видеть явные знамения. Он перестает слышать, воспринимать явную истину. И его сердце отказывается, не может разглядеть, понять правду. Из-за чего? Из-за грехов и нечестия, которые он творил. Порой человек может совершать какие-то грехи, ослушания Аллаха субхану ва тааля и не видеть каких-то явных проблем в своей жизни. Все у него на работе хорошо, в семье вроде хорошо все, здоров, силен, и как будто наказание его не коснулось. Однако наказание может прийти туда, откуда он этого не ждет, и где оно страшнее всего, это в его сердце. По причине грехов сердце человека, оно закрывается, застилается, и он уже не воспринимает увещевания, не воспринимает
доводы, которые ему приводят. Сердце, оно закрыто. Это очень страшно. И таким образом Аллах Субхану ва Тааля наказанием может сделать опечатывание сердца человека. Это куда хуже, чем какие-либо другие жизненные проблемы, потери близких, болезни. Потому что все вот эти внешние наказания, трудности, если их перенести с терпением, будут являться чем? Искуплением грехов. Однако, если сердце запечатано, уже оно не будет никаких искуплений. Это нужно смотреть. Порой видишь, да, человек может каждый день там видит джаназа, смерти, но он не обращает на них внимания. Он не задумывается, что когда-то я тоже умру, и что после смерти же должно быть что-то. Он не думает об этом. Почему? Потому что сердце мертво. Аллах Субхану ва Тааля забрал у него понимание. Он слышит явный призыв к истине, он видит явные знамения. Как пример, многобожники во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи салям, увидели воочию, как и луна раскололась надвое. Что они сказали? «Хада сихрун мубин» — это лишь колдовство. Это явное колдовство. То есть перед глазами у человека такое явное чудо, доказательство, да вот, но он не способен воспринять это. Потому что «Джа'альна аля кулубихим акиннатан», Аллах говорит, мы установили над их сердцами покрывало, застелили их, закрыли, и их уши не слышат. وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. И если ты их призовешь к истине, они никогда не последуют за ней. Если ты призовешь их к истине, они никогда за ней не последуют. Разве может быть более страшное наказание в этом мире, чем это качество? Человеку объясняют рассказ, а он не воспринимает. Его сердце не испытывает никаких чувств, ни переживания, ни страха, ни надежды, ни любви, ничего нет. До него просто не достучаться. И причина этому что? «Ма каддамат ядах». Это то, что совершили их руки, это грехи, которые человек совершил, и не покаялся в них. И последние два аята. «Вараббука аль-гафуру зур рахма». И твой Господь, Он прощающий, милостивый. «Лау юахидухум бима касабу ла'аджаля лахум аль-азаб». Если бы Он тут же схватил их за то, что они совершили, Он бы ускорил им всем наказание. «Баль лахум мау'идун лан яджиду мин дунихи мау'иля». Однако у них у каждого установлен срок. Когда придет этот срок, никто не сможет найти спасение от этого. Здесь Аллах Субхану ва Тааля уже напоминает о своей милости. И это всегда. Аллах предостерегает, устрашает, пугает и напоминает о своей милости. И как посланники мубашширин ва муманзирин, они радуют и предостерегают. И Аллах Субхану ва Тааля «Вараббука аль-гафур», Он прощающий, «Зур рахма», обладающий милостью, безграничной милостью. Он дает людям шанс, время покаяться. Поэтому Он тут же не схватывает их за любой совершенный грех. Ведь в другом аяте Аллах говорит: «Валяу юахиду Аллаху н-наса бима касабу, ма тарака аля захриха мин дабба». Если бы Аллах за каждый совершенный грех тут же человека схватывал и наказывал его, то не осталось бы на земле никого. Ведь все грешны, все ошибаются. Однако Аллах Субхану ва Тааля гафур, зур рахма. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. И мы погубили эти города, предыдущие селения, народы, о которых сообщения в Коране приходят, когда они распространили несправедливость, нечестие, и мы установили для их погибели срок. Срок Аллаха Субханаху ва Тааля установлен каждому из нас, который никак нельзя избежать, никак нельзя отсрочить. Когда он придет, «Куллю нафсин заикатуль маут», каждая душа вкусит смерть. Нельзя ни отсрочить, ни избежать. А единственное, что мы в силах сделать, это подготовиться к этому времени. Подготовиться к смерти. Всегда быть готовым к ней. Каким образом? Совершая повеление Аллаха Субхану ва Тааля, отстраняясь от Его запретов и не нарушая права других людей, с которыми мы совместно проживаем.
На этом завершим. Субханак Аллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله